было бы чрезвычайно значимо, если бы США признали правительство Чеченской Республики Ичкерия, если бы США последовали примеру Украины и официально признали оккупацию чеченского государства. Thank you so very much, Ms. Asad, for being with us, and over to you. Thank you very much. Спасибо, что пригласили меня сюда. Я хотела бы поблагодарить всех организаторов этого мероприятия. Я предпочитаю продолжать на позитивной ноте, потому что считаю, что любое положительное изменение начинается с изменения видения. Важно поддерживать позитивное видение, использовать правильные термины, иметь добрые и правильные намерения. Сейчас я бы хотела начать говорить об этом видении Чечни, здесь, в Соединенных Штатах и в целом на Западе. Чечня и Северный Кавказ всегда рассматривались Соединенными Штатами как двор России. Даже после распада Советского Союза это видение не изменилось. И политика администрации Клинтона, сначала Россия, потом все остальные постсоветские республики, пренебрегла тем, что на самом деле происходило в Восточной Европе, особенно на Северном Кавказе. К сожалению, демократия в России не выжила, несмотря на усилия Запада поддержать демократический переход в России после падения Советского Союза. Демократия в России закончилась, когда она начала войну в Чечне, когда Путин превратил Россию в авторитарное государство, когда он пришел к власти, взрывая дома в Москве. Демократия не выжила в России. Очень важно изменить это видение и начать рассматривать Чечню и Северный Кавказ не как часть России, а как часть большого геополитического поля Евразии, потому что Северный Кавказ – это не просто маленькая республика, это большая территория площадью 355 тысяч квадратных километров. Этнический состав Северного Кавказа полностью отличается от русского. Регион богат природными ресурсами, газом, нефтью, полезными ископаемыми и имеет стратегически важный выход как к Черному морю, так и к Каспийскому морю, а также доступ к трубопроводам, берущим начало в Каспийском регионе. Население около 15 миллионов человек. Пришло время признать, что Северный Кавказ – это не двор России. У нас есть потенциал стать ценным партнером Соединенных Штатов. Северный Кавказ находится на пересечении Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии. Когда мы видим, как Китай расширяет свое влияние в Центральной Азии, которая находится недалеко от Северного Кавказа, я считаю, что США должны реагировать. Пришло время для США усилить свое присутствие на Северном Кавказе, поддержать продемократические силы на Северном Кавказе и развивать экономические и политические связи с народами Северного Кавказа и особенно с правительством Чеченской Республики Ичкерия. Говоря о правительстве Чеченской Республики Ичкерия, следует отметить, что это единственное легитимное правительство, единственная законная сила, представляющая чеченское государство и выражающая волю чеченского народа. Это правительство было избрано после распада Советского Союза в 1990 году, когда чеченский народ свободно выразил свою волю жить в суверенном государстве. Наш лидер, премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, является свидетелем всех политических процессов, происходивших в Чечне с 90-го года. Он также автор выдающихся книг о формировании чеченского государства. Первая книга называется «Подчинить или истребить», вторая – «Чечня, Россия и Запад», 2002-2006 год. Наш лидер – компетентный политик, он точно знает, как происходили все процессы, ведь он был в Чечне с самого начала. Мой профессор говорил, если хочешь понять, как человек мыслит,
прочитай его книги. Книги Ахмеда Закаева можно найти в библиотеках ведущих университетов мира – Гарварда, Принстона, Оксфорда и Кембриджа. И это показывает, что у нас есть компетентные люди в правительстве. Теперь важно, чтобы западная сторона увидела этих компетентных людей, признала, что наше правительство – это легитимное правительство, и начала выстраивать политические и дипломатические отношения с ним, а также признала его. Почему? Потому что это послание будет иметь мощный эффект. Оно продемонстрирует авторитарным режимам, что США поддерживают продемократические силы, что США стоят на стороне народов, стремящихся к свободе, а не на стороне режимов, которые их подавляют. Еще один важный момент. На Западе чеченское национально-освободительное движение часто называют сепаратистским партизанским движением. Это совершенно неверно, поскольку Чеченская республика Ичкерия никогда не была сепаратистской. Само слово «сепаратизм» происходит от французского слова «séparer», что означает отделяться. Мы никогда не отделялись от Российской Федерации, потому что никогда не были ее частью. Одна из самых больших ошибок заключается в том, что, говоря о Российской Федерации, люди думают, что она состоит из 15 республик, которые добровольно вошли в ее состав, подписав федеративный договор. Чеченская республика Ичкерия никогда не подписывала федеративный договор, поэтому включение Чечни в состав Российской Федерации и разговоры о территориальной целостности России с учетом Чечни являются не просто некорректными, они искажают историческую реальность. Более того, Чеченская республика Ичкерия приняла свою конституцию в 1992 году, за год до того, как Российская Федерация приняла свою. Единственным документом, подписанным между Чеченской республикой Ичкерия и Российской Федерацией, является мирный договор 1997 года, в котором обе стороны были признаны субъектами международного права. Этот документ размещен на сайте Организации Объединенных Наций. Подписав его, Россия де-факто признала Чеченскую республику Ичкерия как независимое государство. Профессор Фрэнсис Бойл из Университета Иллинойса, эксперт в области международного права, заявил, что, подписав этот мирный договор, Россия де-факто признала суверенитет Чечни. Однако беда в том, что даже после признания Чечни суверенным государством, когда Россия начала Вторую войну, она не признала факт вооруженного конфликта с независимым государством. Россия продолжала утверждать, что это ее внутреннее дело, несмотря на то, что сама ранее признала Чеченскую республику Ичкерия суверенным государством. Зачем она отрицала наличие вооруженного конфликта между двумя государствами? Чтобы обойти нормы Женевской конвенции, чтобы избежать международно-правовой ответственности, которая ложится на Россию как на подписанта этих конвенций. На самом деле, я недавно прочитала очень интересную статью Крамера из Центра Дэвиса при Гарвардском университете. В ней он пишет, что российские командиры и солдаты прекрасно осознавали, что нарушают Женевские конвенции, но причина несоблюдения этих норм заключалась не в незнании, а в отсутствии желания их соблюдать. Зачем я все это говорю? Чтобы было совершенно ясно, Чеченскую республику Ичкерия не следует рассматривать как часть Российской Федерации. Она не является частью Федерации, никогда ей не была. И если внимательно проанализировать факты, становится очевидным, что Чечня не принадлежит к этой Федерации. Это принципиально важно. Если в будущем вы действительно хотите перемен и стремитесь проводить политику, соответствующую интересам Соединенных Штатов и целям внешней политики, нужно признать, Чечня – это не часть Российской Федерации, и необходимо увидеть тот дил, который Северный Кавказ может предложить в сфере торговли, экономического развития, политических трансформаций. Северный Кавказ может стать опорной точкой для Соединенных Штатов, если США увеличит свое влияние в регионе и осмелится бросить вызов России именно на Северном Кавказе, у них появятся реальные возможности защитить свои стратегические интересы, учитывая наличие природных ресурсов,
Многие говорят, что Северный Кавказ – это как Швейцария, только с 2 морями и нефтью. Экономический потенциал огромен, и сейчас особенно важно открыть двери для сотрудничества. Что было бы действительно важно сделать сегодня? Нам необходима международная поддержка и признание. Было бы чрезвычайно значимо, если бы США признали правительство Чеченской Республики Ичкерия, если бы США последовали примеру Украины и официально признали оккупацию чеченского государства. Сегодня Украина наш союзник, и мы искренне благодарны ей. Мы считаем, что Украина защищает не только свою территорию, но и всю Европу. Наш министр обороны находится в Украине на постоянной основе. Наш премьер-министр Ахмед Закаев большую часть времени также находится в Украине. Вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия сражаются плечом к плечу с украинцами против российского агрессора. Нас поддерживает диаспора, которая насчитывает более 300 тысяч чеченцев за пределами Чечни, и нас ждут люди в самой Чечне. У нас есть народ, который нас поддерживает, у нас есть правительство, у нас есть план возвращения, у нас есть цель вернуть нашу страну. Единственное, чего нам не хватает, это дипломатической и политической поддержки Запада. Нам нужен кто-то, кто встанет за нас, кто поможет нам вернуться и восстановить справедливость, чтобы Северный Кавказ и Чечня стали безопасным, открытым, демократическим пространством, куда каждый из участников этой панели сможет приехать, где, например, Роберт сможет выступить с речью по вопросам безопасности. Чтобы это стало реальностью, нам необходима поддержка Запада для того, чтобы Чечня стала открытым демократическим пространством. И последнее, что я хотела бы упомянуть. Уважаемые участники панели подняли очень важный вопрос. Как гарантировать, что новая война не начнется? Это действительно важный вопрос. Но у нас здесь есть представитель черкесской диаспоры, господин Ият Югар, который вчера дал очень точный и сильный ответ. Он сказал, что Российская империя начала свое существование с момента, когда установила контроль над Черным морем на Северном Кавказе. Верните Черное море черкесам, верните земли Кавказа кавказским народам, и кавказские народы сами будут защищать границы Восточной Европы и сохранять демократию. Это путь, при котором Россия больше никогда не поднимется, потому что Россия стала империей, завоевав Северный Кавказ. Поэтому, если мы действительно хотим решить проблему, нам нужно вернуться к ее истокам, устранить первопричину и только тогда двигаться вперед. На этом я завершаю. Надеюсь, что эта мысль была воспринята как позитивная и конструктивная. I finish on this point. I hope it was a positive point.